Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Life. Сегодня мы продолжаем нашу традицию Адвент-календарь Таро. Так, значит, у нас следующий расклад. Чему он посвящен? А он посвящен у нас с вами личным отношениям. Представляете, насколько все сегодня интересно совпало, потому что у меня сегодня на школе Таро был расклад перемены в личной жизни в 2023 году. И тут мы открываем снова расклад, и он опять у нас, значит, связан с личными отношениями. Хорошо, давайте зачитаем наши замечательные вопросы. Вообще форма у расклада такая интересная, да? Тут, видимо, вот части. Где вы находитесь в отношениях, есть ли что-то, что мешает вам в отношениях, да? Какое место человек, которого вы здесь загадали, занимает в этих отношениях, и что его блокирует в свою очередь. Видите, с двух сторон. Тут между вами, значит, мостик. Вот что вы думаете о текущей ситуации. Вот как об этом думает человек, которого вы загадали. Это для вас реальность, это для него реальность. Это вас сильно связывает. И дальше, значит, смотрите. Получается, вот что произойдет, если вы продолжите как раньше. Вот что произойдет, если он продолжит как раньше. И что все это значит для ваших отношений. Вот такой интересный получился тут расклад у нас с вами, да? Ну, давайте я вот так вот сделаю, значит. Попробую, конечно, воссоздать картину. Использовать я сегодня решила Таро Ворон. Давно мы с вами на этой колоде не гадали. Помните, наверное, эту колоду? Вот, Таро Ворон, значит, будем использовать. Интересная колода, сами помните ее, знаете, наверное, любите. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. И пока я перемешиваю колоду, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, ставьте колокольчик. А после просмотра пишите комментарии. И, естественно, перед тем, как вы выберете позицию, нужно загадать вашего любимого человека, ну, чтобы было как оценивать тогда ваши отношения. С кем они должны быть оценены, да? Итак, ваше положение в этих отношениях. Ваше положение в этих отношениях. Первая карта на позиции. Первая карта. Так. И вот так. Нормально вроде бы лежит. Перфекционисты, не стоит на меня агрессировать, не надо. Первая позиция. Ложка за гребушком. Вторая позиция – ключ. Ключ. Мне нужен ключ. И третья позиция – жаба. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Как вы помните, да, первая карта на позиции – это вы в этих отношениях, то есть ваше положение вообще в этих отношениях. Наша ложка за гребушка. Итак, вот сюда кладу ее. Первая карта, значит, это вы в этих отношениях. Вы 6 пентаклей. Ну, вы знаете, 6 пентаклей – это человек в отношениях такой довольно-таки справедливый-то, если честно. Почему? Потому что он хочет на равных, вот, да, партнерские отношения на равных вы хотите. И получается так, что вы понимаете, что вот ситуация уже как-то давно одинаковая. Вот вы со своей стороны это понимаете. Вы хотите основательности, прочности и отдачи.
Вы хотите, чтобы отношения были официальными, там, допустим, жить в браке, в семье, скорее всего. Вы хотите, чтобы в этих отношениях было доверие, постоянство. Но сейчас, вот именно сейчас, вот вы так себя ощущаете, что у вас уже как-то вот одна и та же ситуация давно происходит, понимаете? Вот это действительно так. Вы это так чувствуете, вы это так видите, что какая-то ситуация уже давно одинаковая вот, ну, установилась, да. Так, хорошо. Эта карта, в принципе, неплохая, я вам скажу. То есть вы готовы, в принципе, к партнерским отношениям со своей стороны. И на вас можно положиться вот в этой личной ситуации, да, которая есть. Ну, давайте посмотрим, есть ли что-то, что вам мешает в этих отношениях. Есть ли что-то, что вас блокирует, да, в этих отношениях, которые вы здесь загадали. Двойка мечей вас блокирует то, что вы на что-то закрываете постоянно глаза. Это, во-первых, вам приходится буквально игнорировать, возможно, плохие привычки или грубость партнера. Самое интересное, да? Дальше, значит, вы находитесь в состоянии выбора. Вы на распутье. Вас это блокирует, потому что вы не можете принять какое-то определенное решение. Да или нет, туда или сюда. Естественно, это хоть кого вынесет, да, вот как сказать, выбьет из колеи хоть кого, любого человека. Когда он не может, ну, долгое время, длительное время принять по поводу отношений решения. Так, что представляет ваш партнер? Ну, то есть тот, кого вы загадали, да, какое место в отношениях он занимает. То есть вы у нас 6 пентаклей, а он кто, да? Сила. Ну, сила – это хорошая так-то карта. Человек, по сути, точно знает, чего он в жизни хочет. У него такой мощный нрав, характер. Он все время пытается обуздать свои внутренние какие-то страсти. Это очень такой горячий, эмоциональный человек, лидер по натуре. И, соответственно, он знает, что в любых отношениях нужен момент приручения. То есть он знает, что да, вот мы с трудными характерами, но он, кстати, тоже вот настроен на партнерские отношения. Он не настроен на то, чтобы расставаться, например. Нет, сила, она и есть сила. То есть он чувствует силу этих отношений, он чувствует взаимное притяжение в этих отношениях, он, в принципе, знает, что вас друг к другу тянет, да. И опять же, эта карта вот как будто бы какой-то давней ситуации. То есть свежие отношения по этим картам, наверное, трудно просматриваются. Почему? Потому что ну, тогда люди должны были быть знакомы давно. То есть, ну, пусть в отношениях недавно, но знакомы давно, понимаете? Здесь какая-то как будто старая история. И если вы загадали здесь свежие новые отношения, там только что вы познакомились, то ощущение, что у каждого из вас, что вы знали друг друга всю жизнь, или что каждый из вас это повторение каких-то прошлых историй в вашей личной ситуации. Понимаете? Что блокирует вашего человека, которого вы здесь загадали? Его блокирует 6 мечей. 6 мечей – это нежелание сталкиваться с проблемами. Вот он не хочет ваших проблем. Вот не хочет и все тут. Вот бывает такое. И более того, ну, этот человек как будто бы, если не находится на расстоянии от вас, да, то, может быть, вы как-то редко видитесь, что ли. Или просто его блокирует то, что он, допустим, занят еще какими-то делами. Может, он избегает встреч, или вы, ну, просто так стихийно получается, что, может быть, мало уделяете друг другу времени. Вот так. Хорошо. Вот что вы думаете о текущей ситуации, ваши мысли. Королева Пентаклей. Вы знаете, вы со своей стороны думаете о текущей ситуации, то, что у вас могут быть серьезные отношения, семейные отношения, понимаете? И более того, по королеве Пентаклей вы можете ощущать, что кто-то немножечко, какая-то женщина, может быть, подсаливает в этих отношениях. То есть чуть-чуть так вмешивается, допустим, или
вставляет палки в колеса. Такое может быть вполне по королеве Пентаклей, если вы ощущаете вот со стороны человека, да, что есть какая-то такая женщина, ну, пусть мама там, кто чуть-чуть вот как-то вот мешает, вот чуть-чуть как-то портит обстановку в отношениях. Либо вообще у вас есть, допустим, если вы женщина, соперница. Для мужчины может быть подруга вашей там девушки или жены, немножечко как бы портит отношения какими-то суждениями своими там, выводами лишними, как вам кажется. Но в целом ваши мысли вполне благоприятные. То есть вы знаете, что из этих отношений состряпать можно хорошие, серьезные какие-то отношения. Добрые там, да, и вполне взаимные. Хорошо, давайте посмотрим, а что этот человек думает об этих отношениях. Десятка кубков, он то же самое думает, что из этих отношений можно было бы там, как говорится, семью сделать, там хороший дом, люди дополняют друг друга, они друг к другу очень хорошо относятся, у них может быть там крепкая семья, достаток, то есть человек как-то вот на вас так настроен, да, и ему бы не хотелось, чтобы кто-то мешал этим отношениям, потому что видно, что, несмотря на свой какой-то тяжеловатый характер, на трудности, человек хотел бы с вами именно по-серьезному быть долгое время. Так, смотрим дальше. Что для вас является реальностью этих отношений? И что реальностью является для человека, которого вы загадали, да? Что для вас реальность? Это тройка кубков. Реальность этих отношений в том, что вы на самом деле очень сильно друг с другом сочетаетесь, и вам друг с другом есть о чем поговорить, и весело может быть вместе. То есть на самом деле реальность в том, что вы друг к другу неравнодушны, очень, возможно, даже любите друг друга, но при этом тройка кубков говорит о том, что все равно все время есть какое-то веяние того, что кто-то может вмешиваться в эти отношения. И это тоже реальность, хотя вы как будто бы сами как человек выигрываете в этой ситуации. Ну, то есть в выигрышном положении находитесь, а другая сторона в проигрышном. Так, со стороны человека, которого вы загадали, реальность этих отношений, рыцарь жезлов. Это говорит о том, что человек не привык проявлять ответственность, у него буйный нрав и характер, и на самом деле он пышет к вам страстью, то есть это и сила показала, да, и показывает рыцарь жезлов, прыть, страсть, реагирует на вас очень сильно, эмоционально может реагировать, то есть вот это для него реальность, что он на самом деле хотел бы там нестись во весь опор, если вы его там, не знаю, позвали и что-то вам там сделать хорошее, вот, и вообще, ну, быть перед вами, может быть, каким-то достойным человеком, рыцарем. Но, да, не привык проявлять ответственность, не привык в этой жизни, это правда. Хорошо, что вас сильно связывает? Вот сильно, что вас связывает? Туз кубков, очень много эмоций по отношению друг к другу связывает вас сейчас. И, конечно, это важно, что есть взаимные чувства, взаимная любовь, может быть, чувства через край, много мыслей друг о друге, эмоций периодически, да, что вы, может быть, даже не знаете, насколько у человека много к вам эмоций, то есть он может их не выражать. Но на самом деле взаимные эмоции, они здесь есть. Хотя вы, допустим, как-то более сухо оцениваете эти отношения, а ваш человек, которого вы здесь загадываете, более ярко оценивает ваши отношения. То есть со стороны него больше страсти, чем с вашей стороны. Так, вот что произойдет, если вы продолжите как раньше со своей стороны, да. То есть если вы не будете менять тактику, будет колесо фортуны, то есть жизнь сама все расставит по местам и поменяет. Есть момент судьбы в ваших отношениях, и даже если вы там, допустим, ну, просто будете жить, не напрягаясь там, да, не в поиске совета от карты или какой-то определенной тактики, а просто жить и действовать, как действовали,
то судьба все расставит вот по своим местам, потому что есть такой момент судьбы в отношениях. Вот куда-то оно завернет, куда-то покрутится. Но, в принципе, колесо фортуны карта положительная. Давайте посмотрим, что будет, если этот человек тоже не будет ничего менять, а будет все как обычно, да, идти. Король Пентаклей, то есть это говорит о том, что вы придете все-таки к серьезным отношениям друг с другом, и он проявит ответственность, он может взять инициативу в свои руки, то есть он это и собирался, по сути, то есть это и есть не менять тактику, да, он это и собирался проявить все-таки ответственность, даже несмотря на то, что он к этому не привык. Соответственно, вы здесь по всем статьям можете быть серьезным, быть вместе друг с другом, и у вас может быть такой хороший светлый брак, да. Что все это значит для ваших отношений? Вышла карта 4 жезлов, все это значит свадьба, дом, дети, там, я не знаю, семья, все, как жизнь, да, жизнь полная чаша и праздник. Может быть, даже, вот я говорю, как свадьба, что-то такое вот светлое, хорошее получилось, судя по этой карте. И получается, что все делаете правильно, да, и, соответственно, никакие происки врагов вам не страшны. А на самом деле, что вы друг друга любите, и все будет хорошо. Ну, вот такой ответ дали карты по самой первой позиции у нас. Хорошие такие карты выпали, прям мне понравились очень. Так, а мы идем дальше, значит. К позиции номер 2. Да? Позиции номер 2. Наш ключ сегодня. Ключ. Мне нужен ключ. Слышали это в кино, да? Итак, давайте посмотрим. Вы в этих отношениях, то есть ваша ситуация. Королева кубков. Вы хотите быть любимой и любить, если вы женщина. А если вы мужчина, вот ваша любимая женщина, вы ее там ставите на пьедестал, боготворите, любите, обожаете. Душевная, чувственная, приятная, самая красивая. Она нуждается в вашей любви, да. Если вы женщина, вы нуждаетесь в любви, вы нуждаетесь в романтике. Вы хотите любить и быть любимой, вы хотите, чтобы вам уделяли внимание, чтобы оценили вашу какую-то внешнюю или внутреннюю красоту. И, может быть, вы и чувствуете, что вас любят и о вас заботятся. То есть эта карта очень хорошая на самом деле. Вы понимаете человека, которого вы здесь загадали, вы его готовы слушать, и вы чувствуете с ним гармонию. Вы чувствуете, что вы и в сексуальном смысле подходите друг к другу, но и общие интересы у вас есть. Что вас блокирует? Вышла карта 2 жезлов. Вас блокирует безразличие. То есть как только ваш человек, партнер или партнерша проявляют к вам безразличие, отворачиваются от вас, вас это сразу же блокирует в личной жизни, в отношениях, и вы чувствуете себя очень плохо. Неважно, мужчина вы или женщина, как только тот, кого вы здесь загадали, занят чем-то или, допустим, не обращает на вас внимания, или вы не вместе, в разлуке, или он обиделся, отвернулся, или проявляет к вам равнодушие. Все, это вас сразу же блокирует, сразу же. Еще есть момент выбора. Может быть, вы находитесь в состоянии некого выбора, как вам поступить, что сделать. Или вообще в выборе между двумя людьми, да, то, 2 жезлов, тогда это вас блокирует. Так, партнер в ваших отношениях или партнерша – это Луна. Человек как будто бы понимает, что связь у вас мистическая, но он сам себя не понимает в этой связи, к сожалению. То есть он не знает, почему он влюбился в вас, почему когда-то завязались эти отношения, или это энергетическая связь. Этот человек не может не думать о вас, он очень к вам привязан, но, с другой стороны, в чем-то он вас боится. И также он считает, что, возможно, есть даже какое-то магическое влияние в этих отношениях с вашей стороны. Или подозревает вас в чем-то. Может быть, в корне не доверяет вам, думая, что вы его обязательно обманете. Тут еще выпала карта сразу же 7 мечей. Да, видите, его блокирует то, что этот человек совершенно вам не доверяет, чувствует постоянно подвох.
с вашей стороны, и ему очень тяжело и плохо от того, что он не может до конца полностью поверить вам, довериться вам во всем. То есть это действительно очень печально, потому что по какой-то причине вы вышли из доверия у этого человека в какой-то момент. Что вы думаете об этих отношениях? Пятерка пентаклей, что у вас в жизни с этим человеком кармические отношения, и у вас очень-очень много испытаний друг с другом. Вы прошли вместе огонь, воду, медные трубы, или только предстоит пройти, и вы знаете, что вы не можете отвязаться друг от друга, вы знаете, что вы не можете бросить друг друга, но с другой стороны понимаете, что испытания надоели, проблемы надоели, и даже на фоне проблем может иногда быть какое-то охлаждение или еще что-то, но вы и выйти из ситуации не можете. Вот об этом вы часто думаете. Что, может, какие-то просто даже давят проблемы, даже не самих отношений, да, а внешние. Что думает человек? Рыцарь мечей. Он думает, что у вас очень ядреный, несносный характер, что вы часто ругаете его или наезжаете на него, и из-за этого он становится сам каким-то злым. Более того, рыцарь мечей показывает, опять же, что человек сам может сейчас ревновать, не доверять вам, думать, что у него есть соперник, и из-за этого переживать. Вот реально. Так, реальность для вас в этих отношениях. Давайте посмотрим. Умеренность. То, что эти отношения на самом деле могут быть спокойными, и сейчас они, в принципе, не такие бурные, как раньше были, да, там, или, может быть, какие были там истории, да, сейчас тише, во-первых, во-вторых, как-то все медленно идет, это для вас тоже реальность, в-третьих, эти отношения в чем-то вас исцеляют и учат вас терпению. Вот на самом деле этот человек, которого вы здесь загадали, он может для вас быть ангелом, просто из-за трудностей в отношениях или там внешних трудностей. Вы это сейчас пока не можете почувствовать. Так, что является реальностью для человека, которого вы загадали? Это девятка жезлов. Для него реальностью является то, что эти отношения нужно постоянно защищать. И нужно бороться постоянно за свое место в этих отношениях и вообще в жизни. На эти отношения постоянно идут нападки со стороны других людей, и нужно еще это все отбивать. В общем, стоять нужно до победного. И очень не хватает сил у этого человека, чтобы выстоять в этих отношениях. Это для него является реальностью. То есть это для него трудные отношения, очень трудные. Что вас сильно связывает? Что вас сильно связывает с этим человеком? Это десятка жезлов. Вас очень сильно связывают ужасные трудности, состояние постоянной ответственности, чувство вины, нагруженности различными проблемами, кармические испытания очень сильно связывают вас, и вы никуда не можете от этого сбежать и деться. К сожалению, очень много действительно вот каких-то вот, проблем, да, постоянные проблемы. И может давить там внешние ситуации, типа бедность, отсутствие там нормальной работы, проблемы с детьми, кто-нибудь болеет в семье, да что угодно. Вот что-то давит там, да, жилье может проблемы. Давайте посмотрим, если вы продолжите как раньше, что будет дальше в отношениях. Вот если вы со своей стороны продолжите как раньше. Король жезлов. Король жезлов говорит о том, что если вы продолжите как раньше, то мужчина в этих отношениях, мужчина сам по себе, да, он может обрести себя и как-то воспрять духом все-таки. То есть тактика, в принципе, значит, выбрана неплохая. Если на то пошло, король жезлов может означать, что в эти отношения вмешается другой мужчина. Причем неважно, мужчина вы гадаете или женщина. Важно то, что либо мужчина воспрянет духом, проявит ответственность, будет ярким представителем мужского пола и отвечать за отношения, либо появится другой. Понимаете? И вам это нужно вот прям себе прям зарубить на носу. Если вы женщина, тоже зарубите себе, да, что как бы вы ни продолжали в том же духе эти отношения,
Либо этот человек воспрянет духом, либо просто появится другой. Хорошо. Если он будет продолжать, или просто этот человек, да, в том же духе, какими будут отношения? Значит, паж кубков, отношения станут явно романтичнее и лучше. То есть человек вроде как собрался выбрать хорошую тактику. И значит, что в отношениях какой-то свежий ветерок подует. И значит, что люди будут гораздо нежнее и добрее друг к другу относиться. Это, я вам так скажу, хорошие новости, да? В принципе, это хорошие новости. Что все это значит для ваших отношений? Последствия, да? Последствия смотрим. Жрица. Вы знаете, жрица – это тайна этих отношений, которая станет явью. То есть в этих отношениях, правда, есть какая-то тайна, что-то скрытое, и это станет явью. Это во-первых. А во-вторых, жрица очень часто показывает платоническую любовь, очень сильные чувства двух половинок. И может быть такое, что между вами возникнет вот прям-таки мистическая, очень хорошая, светлая связь впоследствии. Поэтому пока тактику менять здесь не стоит. Но испытаний вы проходите много, и, может быть, по умеренности когда-то наступит момент исцеления, да? Раз человек для вас является все-таки каким-то ангелом. Да, он сейчас вам не доверяет, но в будущем, возможно, будет доверять. Вот такой ответ дали карты по второй позиции. По второй позиции. Идем дальше. Позиция номер 3. Где она у меня, жаба? Лягуха, квакуха. Итак, первая карта – это вы в этих отношениях, да, то есть для вас какая ситуация тут идет. Пятерка жезлов. Вы ощущаете, что в этих отношениях идет постоянная борьба. То есть на самом деле для вас это конфликтные отношения, довольно-таки конфликтные, тяжелые, где люди, каждый тянет одеяло на себя, пытаются проявить именно свои лидерские качества. Вы буквально идете на равных. Кто кого. То есть соревнуетесь с партнером или с партнершей, и, соответственно, никто из вас не мужик, потому что если вы мужчина, вы пытаетесь побороть женщину, здрасте. Вы просто главнее, и все. Не надо ее пытаться преодолеть, да. Если вы женщина, лучше и ответственность проявите, дорогой мужчина. Если вы женщина, то вы соревнуетесь с мужчиной. Зачем? Зачем? Вы из него делаете тряпку. Вот так. То есть вы все время в конфликте друг с другом находитесь. Не можете найти, как вам кажется, как вы это видите, общий язык. И тянете каждый главенство на себя, одеяло на себя. Так, что вас блокирует в этих отношениях? Отношения явно бурные, да? Паж мечей, недоверие, склочность, сплетни, враги. Это вас блокирует в этих отношениях. Возможно, даже есть соперник или соперница, смотря, кто вы, да, мужчина или женщина. То есть паж мечей четко здесь сказал, что отношения очень острые, отношения с психами, и в них постоянно вмешиваются другие. То ли со сплетнями, то ли с желанием быть там, да, в этих отношениях тоже. Вот. То есть ничего хорошего, конечно, с этой стороны нет. Давайте с той стороны посмотрим. То есть ситуация отношений для вашего партнера или партнерши. Восьмерка пентаклей. Здесь поспокойней. Человек понимает, что над любыми отношениями нужно работать. Вот над любыми. И над этими в том числе. И он хочет над ними поработать. То есть этот человек серьезно к вам относится-то на самом деле. И на самом деле хотел бы что-то изменить в лучшую сторону. То есть вы со своей стороны понимаете, что у вас очень конфликтные отношения, а он со своей стороны понимает, что над отношениями лучше поработать. И прям собрался и готов, да, работать, серьезно относится. Хорошо, что его блокирует в этих отношениях? Колесница. Во-первых, его блокировать может расстояние между вами по колеснице, да. Во-вторых, то, что у вас нет общих целей, и если бы была общая цель, то никто не тянул бы каждое одеяло на себя, а все шли бы вместе, добивались этой цели. Раз общих целей нет, а цели разные, то как лебедь, щука и рак, да, тянут в разные стороны,
в басне, то же самое делаете и вы. То есть просто в разные стороны на разрыв тянете. Конечно, его это блокирует. Но если между вами еще и расстояние, то это втройне сложнее, потому что вы все время ругаетесь, может быть, и не доверяете друг другу, именно из этого расстояния, да. Ну или просто вот колесница показывает, что могут быть какие-то командировки, отъезды, и это тоже как бы блокирует его в этих отношениях. Что вы думаете? Мысли ваши. Отшельник. Вы чувствуете себя периодически одиноко и вообще считаете этого человека одиночкой. То есть кто вас оставил в одиночестве? Тот, кто сам одинок, да? Кто вас оставил в одиночестве? Тот, кто не хочет быть в отношениях. То есть вы прям чувствуете, что человек не совсем-то и хочет быть в этих отношениях, и вот так ощущаете именно, и чувствуете себя вот как на отшибе одиноким человеком. Что он думает? Император. Он думает, что ему нужно сохранить чувство собственного достоинства. Либо он думает, что у него есть соперник. Вот первый вариант. Если он хочет сохранить чувство собственного достоинства, то он будет всеми силами пытаться подмять вас под себя, манипулировать и делать так, чтобы вы подчинились в каком бы то ни было вопросе. Потому что вы соревнуетесь, да. Если это ревность, человек буквально видит около вас другого человека, его это очень сильно бесит. Естественно, бесит, ревность появляется и желание доказать, что я чего-то стою, да. И не просто доказать, а еще и отомстить. Ну, то есть тогда вам нужно быть осторожнее. Вообще император – это зона ответственности. Человек может по этой карте даже хотеть на вас жениться, если это мужчина. Но тут уже все зависит от того, что какая у вас ситуация. Если жениться, то вот она, 8 пентаклей, я хочу поработать над отношениями, да? А если это уже ваш муж или жена, тогда император говорит о том, что я тут властвую, я тут заправляю, и только циц, попробую шаг влево, шаг вправо, расстрел, да? То есть вот даже так. Реальность. Какова реальность этих отношений для вас? Давайте посмотрим. Реальная ситуация. 4 кубков. Действительно, в отношениях есть момент игнорирования, есть замалчивание проблем, люди не пользуются иногда шансами для этих отношений, для их развития, люди мало общаются друг с другом по душам, люди отворачиваются друг от друга, и каждому из вас что-то наскучило в этих отношениях, что-то достало. Вот это реальность для вас. Для него реальность какова? Король кубков. Для него реальность такова, что действительно в отношения может, правда, что вмешиваться какой-то мужчина. Если вы гадаете на женщину, реальность такова, что с ее стороны ее окучивает какой-то мужчина. И вам нужно мотать на ус, дорогой мужчина. Вот. Реальность по королю кубков в том, что если человек любит, он будет с тем, кого он любит. И если мужчина любит, он сделает. То есть, если вы гадаете на мужчину, он, в принципе, готов что-то сделать еще для этих отношений, и в этом его реальность. Но, с другой стороны, и он тоже и психует, и ревнует. Вот у него какие-то прям, бывают очень нехорошие мысли, да. Но он готов проявить к вам какую-то душевность, если честно. Готов, и у него есть чувства по сравнению с вами, потому что вы как-то разочаровались реально. Что вас сильно связывает? Давайте посмотрим. 6 кубков вас связывает очень многое, на самом деле. И любовь, и романтика, и прошлые воспоминания. Какая-то долгая, давняя история, скорее всего. И вообще вы как будто бы напоминаете кого-то из прошлого друг другу. Или даже, может быть, из прошлых жизней. Вы нежно относитесь друг к другу, это вас очень сильно связывает. Внутри есть момент того, что вы тянетесь друг к другу. То есть это на самом деле так, что вы тянетесь друг к другу. И действительно у вас есть взаимные чувства. Просто каждый сейчас в своей каше варится и переживает, но у вас какая-то не очень хорошая ситуация, но чувства есть. Это правда. Так, если вы ничего не будете делать, какая будет ситуация в отношениях, куда они пойдут?
Ага, семерка жезлов. Если вы продолжите в том же духе, то есть тактику свою менять не будете, а будете выходить на конфликт, то, скорее всего, однажды, может быть, вы и победите, но это не будет говорить о том, что отношения продолжатся. А скорее всего, вы просто, ну, вашему человеку сделаете больно. И дальше будет стоять отношения под вопросом, да. Вам нужно менять тактику, более добрым человеком быть в отношениях и меньше спорить, ругаться и выходить на конфликты, меньше обращать внимание на сплетников. И тогда вы сможете защитить эти отношения. То есть вам нужно быть добрее. Вот просто добрее и более понимающим человеком. Если он не будет менять тактику, куда пойдут отношения? Король мечей. Человек станет морозно-холодным, твердым, жестким, если не будет менять тактику. То есть ему нужно тоже больше любви и душевности, как королю кубков, например. Король мечей – это слишком большая строгость и может в один прекрасный момент перестать вас подпускать к себе, а это все хуже и хуже, или вообще дойти до того, что у него появится соперник, особенно если это мужчина, или соперница, если это женщина, или у нее появится просто другой мужчина, у этой женщины, и все, понимаете? То есть вот здесь идет момент такой, да, что отношения могут треснуть, вот прям с треском провалиться, если каждый из вас не поменяет тактику. Ему нужно добавить романтики, а вам доброты. Так, к чему все это приведет в итоге, да? Куда дальше идут отношения? Суд. Отношения могут взять высшие силы под шефство. Это все-таки кармические отношения, и, соответственно, здесь еще может что-то возродиться, улучшиться, но только если вы будете менять тактику, как я вам выше говорила, да. То есть не надо соревноваться или ругаться с вашим человеком, а именно добавить доброты и любви, а ему, да, ему нужна романтика, то есть, ну, он добавит ее, если вы будете добрее к человеку, к этому, да. И, соответственно, да, здесь возможна реабилитация, если вы приложите к этому, ну, хоть какие-то усилия. Ну, вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Вот такой был необычный расклад. Пишите свое мнение. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки и смотрите как можно дольше. Всем пока и до новых встреч.